Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. Не убийство, а террористический акт. Такое заявление сделали депутаты парламента на расширенном заседании Комитета по государственно-правовой политике по поводу произошедшего на набережной Сухума 22 ноября преступления. На встрече с участием руководителей всех силовых ведомств республики была обсуждена криминогенная обстановка в стране. Все подробности у Эсмы Голанзе. Спикер парламента Валерий Кварча отметил, что существующая система взаимодействия правоохранительных органов дает сбой, и в этом контексте необходимо принимать решительные меры. Мы ужесточали законы по поводу, скажем, работники ГАИ. Ничего это не помогло. Мы повысили зарплату судьям. Абсолютно. Если не ухудшилась их работа, ничего не прибавилось. Главное, наверное, не в этом. Просто у нас дает сбой какая-то существующая система взаимоотношений правоохранительных органов и исполнительной власти и правоохранительных органов. Депутат парламента Валерий Агрба выразил свое мнение по произошедшему 22 ноября преступлению в центре Сухума. Возбудили уголовное дело по факту убийства, но здесь нужно расценивать как террористический акт. Это действие не учитывая личности, а учитывая способ, характер этого преступления. В последнее время в парламент и в соцсетях и напрямую обращались простые граждане, не говоря уже там о родственниках, заинтересованных лицах, которые... Самое главное здесь вопрос о такой потере нашей безопасности. Министр внутренних дел Гарри Аршба рассказал о комплексе оперативно-следственных мер, предпринимаемых правоохранительными органами. Возбуждено уголовное дело совместно с сотрудниками СГБ и других служб, спецслужб начали проводиться оперативно-следственные мероприятия. К сегодняшнему дню имеются кое-какие результаты. Гарри Аршба проинформировал депутатов и о других преступлениях, произошедших в республике за последнюю неделю. В частности, похищении человека в Сухуме и убийстве, произошедшем на бытовой почве в Гудауте. Далее заседание проходило без участия журналистов. Эсма Голанзе, Тамас Чиковани, Абхазское телевидение. Вице-президент Аслан Барцыц и министр здравоохранения и социального обеспечения Тамас Сахнаки по поручению президента Рауля Хаджимба днем 27 ноября посетили тяжелораненую в ходе известных событий в Сухуме Доминику Акертава, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии. В ходе посещения руководству республиканской больницы Абхазфармации были даны соответствующие поручения по оперативному реагированию на все потребности по поддержанию жизнедеятельности Доминики Акертава, находящейся в реанимации в крайне тяжелом состоянии, характеризующемся как кома 3-й степени. Президент провел совещание по взаимодействию центральных органов государственного управления, предприятий и организаций республиканского подчинения с администрацией города Сухум в вопросах поддержания внешнего облика столицы, содержания подведомственных объектов и благоустройства прилегающих к ним территорий, расположенных в пределах городской черты. Об этом сообщает пресс-секретарь главы государства Нала Ависба. Рауль Хаджимба поставил задачу премьер-министру Валерию Бганба, а также профильным предприятиям и организациям республиканского подчинения в тесной координации оперативно принимать меры для решения задач поддержания внешнего облика столицы и благоустройства городских объектов и территорий. Глава государства обратил особое внимание присутствующих на необходимость более активной и четко спланированной работы в вопросах ремонта автодорог, водоснабжения, утилизации бытовых отходов, благоустройства парковых зон, территорий Сухумского рынка, пляжных территорий, восстановления объектов на набережной, регулирования водонасосной торговли, выносной восстановительных работ зданий железнодорожных вокзалов в пределах городской черты, режима работы общественного транспорта. В Министерстве по демографии и репатриации обсудили проблемы сохранения национальной идентичности в процессе глобализации, а также роль и место диаспор в сохранении национальной культуры. Мероприятие организовано Республиканской общественной организацией «Лига друзей Абхазии» совместно с представителями данного ведомства. Репортаж Гугуцы, Вардания.
Провести круглый стол в Министерстве по демографии и репатриации Лига друзей Абхазии решила не случайно. По мнению организаторов встречи, в вопросах сохранения национальной идентичности в процессе глобализации роль данного ведомства велика. Я считаю, что это абсолютно правильное направление, которым занимается сегодня наше министерство, что несмотря на то, что во всем мире нас пытаются делить на какие-то разные группы, абхазов от черкесов, от адыгов и так далее, Министерство по репатриации и демографии Республики Абхазия как раз этим делом не занимается, а наоборот, наравне с встречами и с проводимой ими политикой по налаживанию отношений с абхазской диаспорой не теряет контактов и, конечно, с Кавказской Федерацией культурных центров. Это очень важный вопрос для сохранения наций, народов наших. Репатриация является сегодня в глобализирующемся мире основой сохранения своей культуры, своего языка, потому что, к сожалению, мы видим те тенденции, когда наши народы утрачивают, к нам приходит инородное, чужое, которое не соответствует нашему внутреннему строению, нашей внутренней духовности, культуры. Чтобы обсудить проблемы сохранения национальной культуры, за круглым столом собрались абхазские и российские ученые, представители северо-кавказских диаспор. Были зачитаны интересные научные работы о трагической судьбе народов Кавказа. Доклад сотрудника Института востоковедения РАН, представителя сирийской диаспоры Фасиха Бадырхан, был посвящен истории северо-кавказских диаспор, так как эта тема ему особенно близка. Я всю жизнь думал, каким образом можно заниматься возвращением наших эмигрантов на историческую родину. Однако я так сегодня понял, что именно Абхазия дает абсолютно правильный пример, создавая министерство по репатриации. Проблема сохранения национальной культуры в процессе глобализации – одна из самых актуальных для народов абхазо-адыгского этноса, представители которых в силу определенных обстоятельств разбросаны по всему миру. Проблема не только такая внутринациональная, но и международная, учитывая, что не только адыги и абхазы, но и северокавказские народы, которые мы здесь представляем, они проживают во многих государствах, поэтому она является и международной. И проблема, которая требует постоянного корректирующего внимания и власти, и общественности. В завершении встречи участники выразили желание, чтобы подобные круглые столы стали доброй традицией и проводились чаще, так как на таких площадках возможно не только обсудить проблемы сохранения национальной культуры, но и найти их решение. Гугу Савардания, Давид Анкваб, Абхазское телевидение. В Абхазии появится новая автономная некоммерческая организация «Центр социально-экономических исследований». Об этом на пресс-конференции в Сухуме заявили бывшие сотрудники ЦСИ при президенте Абхазии. В образовательном центре «Мир без насилия» имени Зураба Ачба прошла пресс-конференция с участием экс-сотрудников Центра стратегических исследований при президенте республики. Тему продолжит Саид Джарсалия. В настоящее время все бывшие работники Центра стратегических исследований при президенте Абхазии под руководством кандидата философских наук Олега Тамения создали автономную некоммерческую организацию «Центр социально-экономических исследований». По словам специалистов, в числе которых экономисты, социологи и психологи, организация будет заниматься проектами в направлении экономики и социальной сферы по современным методам и подходам. В настоящее время, благодаря инициативе наших коллег, ЦСИ располагает временным помещением и необходимой архтехникой. Мы уже можем приступать к работе. Нам следует корректировать свою исследовательскую работу таким образом, чтобы акцентировать большее внимание на разработку прикладных проектов. Такие проекты остро востребованы в жизни общества, особенно в деловых кругах. Именно на стыке науки и практики, как мне представляется, легче найти решение проблемы, вставшей ныне перед нами во весь свой рост. На первоначальном этапе работы сотрудники нового Центра социально-экономических исследований будут работать на общественных началах.
Вопрос финансирования центра в перспективе остается открытым. В дальнейшем сотрудники надеются на заказы, спонсорские поощрения и гранты. Вы знаете как, в своей пресс-конференции Гиви Георгиевич очень четко обозначил позиции дальнейшей деятельности центра. Он сказал буквально следующее, что главным заказчиком будет президент. В наших условиях президент заказчиком не будет. Поэтому я не думаю, что мы будем каким-то образом дублировать работу друг друга. На пресс-конференции экс-сотрудники ЦСИ при президенте Абхазии рассказали и о причинах своего ухода из организации. Стоит отметить, что в своих работах мы пользовались новейшими методами, подходами, такими как итальянская методика определения доли теневой экономики, сопоставительный анализ, свод-анализ факторов, способствующих и ограничивающих развитие общества, роль неэкономических факторов развития национальной экономики и многие другие. Без опоры на науку система управления не может стать эффективной, но и наука без политического инструментария реализовать себя тоже не может. Они должны находиться в конструктивной взаимосвязи. У нас эта связь оказалась односторонней. Участники конференции заявили, что в работе нового ЦСИ не будет политики, и коллектив центра готов сотрудничать со всеми без исключения в рамках науки. Саид Джарсали, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. В этом году количество туристов, посетивших Абхазию, составило порядка 1 миллиона 50 тысяч человек. Итоги туристического сезона 2019 года подвел в пресс-центре Абхазского телевидения председатель Госкомитета по курортам и туризму. Репортаж Алики Трапш. Туризм – одна из главных отраслей экономики Абхазии, а налоговые поступления от этого вида деятельности приносят в бюджет немало средств. От того, насколько удачным будет курортный сезон, зависит не только поступление в госбюджет, но и благосостояние граждан республики. Всего в Абхазии, по данным, на конец ноября 2019 года отдохнули около 1 миллиона 50 тысяч человек. И это на 25 тысяч больше, чем в прошлом году. Самыми востребованными объектами посещения туристов по-прежнему остаются озеро Рица и Новоафонская пещера. Рицинское направление 391 тысяча к 394, который был в прошлом году. Вы видите небольшое отклонение 3000. И в деньгах это 127,5 тысячи на 130,5. Вот то небольшое отклонение, которое я вам говорил, был очень сильный спад как раз-таки в самый пик сезона в декабре месяце. То же самое небольшое абсолютно отклонение по пещере. 274 против 280. И здесь показатели более выше, чем рублевые, денежные, потому что цена билета выше. 136 миллионов против 139. Что касается природных достопримечательностей Восточной Абхазии, то маршруты в этом направлении приобретают у туристов все большую популярность. Это город Варчал, Акармарские водопады, большие водопады. Наверное, многие из вас ездили, смотрели, фотографировались. Там же появился санаторий, который славится радоновыми источниками. Ну, говорить о том, что на этом направлении работает много агентов, работников туристической сферы, пока нельзя, потому что очень важный момент – это транспортная логистика. Основными факторами, влияющими на увеличение количества людей, желающих отдохнуть в нашей стране, все еще остаются развитие инфраструктуры, сервиса, обеспечение их безопасности и, самое главное, доброжелательное отношение к отдыхающим. Правда, как подчеркнул Автандилгарский, в плане безопасности наметилась тенденция уменьшения правонарушений, связанных с туристами. В этом году не было серьезных нарушений с участием туристов. Ну, я вам хочу сказать, что вот нынешняя работа МВД и министра, возможно, есть какие-то, конечно, и где-то вот такие по мелким нарушениям. Вот что касается серьезных дел, серьезных правонарушений, то работа ведется очень целенаправленно и пресекаются все возможные варианты.
Госкомитет по курортам и туризму ведет большую работу по продвижению национального туристического продукта. Ведомство активно участвует в крупных международных выставках, работая с туроператорами, широко рекламируя отдых в Абхазии. Кроме того, ежегодно проводится аттестация экскурсоводов, а также проверка экскурсионных фирм. В завершении пресс-конференции Автандилгарский сообщил, что до 50 объектов размещения могут принять гостей на зимние и новогодние каникулы. Часть их номерного фонда уже забронирована. Алика Трапш, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. Пресс-конференцию председателя Госкомитета по курортам и туризму Автандилгарский смотрите после выпуска новостей. В Сухумской 10-й школе имени Нестора Лакуба прошло мероприятие, посвященное 25-летию принятия Конституции Республики Абхазия. Учащиеся показали хорошие знания истории Отечественной войны народа Абхазии, а также этапов и условий создания основного закона страны. Репортаж Сарии Кварацхелия. Изучение основного закона страны, осознание его значимости, формирование четкого понимания, что каждый гражданин Абхазии имеет не только права, но и обязанности – основная цель проведения данного мероприятия. Учащиеся 10-й средней школы подготовили доклады на родном языке об этапах развития Конституции Республики Абхазия. Уехнацей, а ты пенпианчра орган, обснижгар совет АНС. Аршны рыдыркалыт, обснижгар Конституция, декларация. Уртаек душей, устан пиантазы, эсер дырваз ауальнара тусуча. Симон Басария, Михаил Тарна, Александр Шибашидзе, Таташ Маршан. Уенын, обснижгар, архалаха абцара атып. Конституция 16 Республика обснижгар хазуам шепы. Рыша Пургулори, Речка Арена, Урджарад Нарейт Кларазалпши. У Брезеха, Рухуя Дырхут и цивилизация Тодуная Джухарха возьмова принцип. Школьники рассказали и об истории создания и утверждения государственного флага. Наборыз кусхесыз, абсындыла бираква, азгушуамыз тахча. Сахя карнылышы, ирнын амача. Уйбанган, утырка на колы ихча. Янут абсуй бирак амача. Данное мероприятие было организовано педагогом истории Шаризан Таркел. Ее ученики знают не только основные права и обязанности граждан, прописанные в Конституции, но и историю Отечественной войны народа Абхазии. Конституция Абхазии принималась в сложных послевоенных условиях, когда молодое абхазское государство испытывало серьезное политическое давление со стороны международного сообщества. Республика пережила кровопролитную войну и сумела отстоять право на свою государственность. Мероприятие, организованное в 10-й школе, подтверждает, что молодое поколение чтит память погибших и знает, какой ценой завоевано право жить в свободной, независимой стране. Сария Кварацхеля, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается облачная погода, временами умеренный дождь, местами переходящий в ливневый с грозой, туман. Температура воздуха ночью плюс 6-11, днем 10-15 тепла. Температура морской воды плюс 16. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.